аппараты нам предоставляют, условия есть. Лекарства амбулаторные ковидные больницы представляют полностью бесплатно, да? Да. Комфортные условия, все необходимое оборудование и мебель. Работники нового фельдшерско-акушерского пункта «Барсуки» довольны всем. Правда, еще несколько месяцев назад ситуация была совершенно другой, отмечает Магомед Арсигов. О плачевном состоянии объекта руководитель общественной приемной председателя партии «Единая Россия» случайно узнал от жителя села, который поинтересовался, почему ФАП, сданный еще в 2019 году, никак не начнет работу. Я это доложил секретарю регионального отделения партии «Единая Россия», первому вице-премьеру Михаилу Банкевичу Резову. По его поручению я выехал, замминистром Газдиев Лиза. Когда я приехал, то, что я тут увидел, один ужас был. Подрядчик полностью, 100% деньги получил, но до конца работу не сделал. Но уйти от ответственности подрядчику не удалось. Его заставили заново все переделать. Еще раз покрасили потрескавшиеся стены, поменяли ламинат, обновили фасад здания, проложили новую плитку перед входом. И это только часть работ. По ходу ремонта выявилась еще одна проблема. В здании не было ничего. По проекту подрядчик сдал только голые стены. Выехал в Министерство сельского хозяйства, так как было построено по программе устойчивого развития сельской территории. Пообщался с министром, вызвал своих подчиненных. У них в проекте не было заложено оборудование, мебель. У них было заложено чисто просто строение здания. Это недоработка. Вот я разговаривал с администрацией района. Одни ссылаются на администрацию района, мол, что они обязаны. Администрация района в бюджете нет заложена строка, что в амбулаториях, в сельских поселениях закупали оборудование. Это изначальная ошибка. Вот кто это вообще планировал, проект делал, они должны были это полностью все предусмотреть. Представители партии взыскали денежные средства в размере 550 тысяч и, взяв у главврача весь перечень необходимой мебели, техники и оборудования, приобрели его в максимально короткие сроки, чему врачи, несомненно, рады и благодарны. Только благодаря партии «Единая Россия» в данном фельдшерско-акушерском пункте имеется то оборудование, которое вы можете увидеть. Это и шкафы медицинские, и кушетки, и ростомер, и стерилизатор, и ЭКГ-аппараты. То есть тот минимум оборудования, который нужен для полноценной работы фельдшерско-акушерского пункта. Хотелось бы поблагодарить партию «Единая Россия» за оказанное содействие в организации необходимых мероприятий для запуска работы фельдшерско-акушерского пункта. С просьбой помочь в проблеме к представителям партии «Единая Россия» обратились в январе этого года. Фактически весь вопрос решился за каких-то 2 месяца. Но подобного рода ситуация, связанная с новыми соцобъектами по региону, не единственная. В 2016 году было тоже построено ФАП сельских поселений Яндери. Там тоже подрядчик недобросовестно отнесся, там тоже очень много недоделок. После выходных мы собираемся сюда выехать с комиссией, заставить подрядчик, чтобы он устранил все замечания. Сейчас на базе фельдшерско-акушерского пункта развернут ковидный центр, обслуживающий население Назрановского района. У работников есть все в наличии – костюмы, маски, лекарства. Но в любой момент, если будет нужна помощь, они ее всегда получат, уверяют представители партии. Дана Плиева, Магомед Дидигов, Новости 24.